Я покажу вот южный участок, если смотреть на мачту. Вот отсюда вы сбрасываете, да? Да, вот зеловочная смесь. И мы уже набили канаву там, и она туда приходит. Очаг приблизительно, значит, не приблизительно, значит, измерено 1600-1700 квадратных метров здесь. По северу было 6000 квадратных метров. Сейчас участок задымления остался 2000 квадратных метров. Значит, с помощью, значит, пизометра, или будем говорить, прибора, значит, мы замеряем. Правда, не получается в режиме онлайн, а в режиме компьютерной обработки. Можем определить температуру источника. Также рассматриваем возможность, пока изучаем возможность установки какой-либо вентиляционной установки. Либо на дне карьера. Для этого мы будем сейчас производить расчеты, что это нам даст. Есть ли такая возможность у вентиляционных установок выдавить на такую высоту. Либо установив вот здесь на смотровой площадке с определенным углом лопаток, чтобы подогреть эту воздух и подать его в атмосферу. Смотрите, вот, значит, по борту идет железка. Она вот почти до тут доходит. То есть, как вариант, то, что вы говорили, что если куда же ее везти же надо, она же на массовой, да. То есть, вот, чтобы, может быть, даже смотреть, как вариант от города сюда выдувать, в эту сторону. Город же там у нас? Вот город вот там. А здесь населенных пунктов нет? Поселок Золото за спиной. Он здесь, с этой стороны. Он здесь. А вот там за спиной? Там поселок Горный. Вот как-то вот такое направление. Вот если оттуда, да, вот сюда, получается, вот это у нас северный, да? Это Южный Бур. А, это южный. Вот это вот вы немножко угомонили, да? Да, вот там внизу. я хочу показать. Вот след поступления зеловочной смеси мы подаем давно, поэтому он имеет такой вот большой объем. И вот это один из следов, а вот второй. То есть мы очаг взяли с флангов, с двух сторон. Это вот северо-западная часть. Это северо-восточная часть. У нас есть возможность полиэтиленовыми трубами, значит, перекладывать в течение 20 минут, менять направление подачи зеловочной смеси. А вот сейчас вот почему работа не ведется? Потому что загазованность? Да, мы сейчас работы подаем, значит, дозированно зеловочную смесь мы подаем, мы продолжаем. По трубам туда идет? Да, по канаве, но очень мало. То есть, если дашь больший объем, то эффект пара газовыделения увеличивается. Ну, сейчас тоже вот интересно. Вы используете? Что с тепловизорами? Тепловизор я сказал, что вот у нас есть, только не в режиме онлайн, а с компьютерной обработкой. То есть мы, значит, сначала снимаем объект, потом компьютерная обработка позволяет нам определить температуру. Есть тепловизор такой. Лабораторию посмотрим? Вот показывает 18 по диоксиду серы. Здесь он уж пиковое значение показывает. Где там? Вот 17 и 1 уже так, показывает. это понятно. А ПДК какое? Вот 10. 10? Да, 2 раза. 10 раз. А, нет, норма 10. Да. То есть вот здесь сейчас 2 раза. Да. 1,7 раз. 1,7. Это чего именно, какого? Диоксид серы. Диоксид серы. Ну, то есть вот то, что в горле вот першит, да? Да. Это промзона. Для промзоны должно быть у нас 10 ПДК. Какое расстояние отсюда до населенных пунктов, до первых домов? Ну, 2 километра, 200. К сожалению, они притык получается 150-300 метров до некоторых. Вот улицы Горные у нас поселок, там улица Горная, как раз буквально там притык получается к карьеру построен. А вот там какой показатель? Сегодня с утра показатель 10 раз примерно было был. превышение, вот как раз мы мерили. 10 раз сегодня Да, было, да. Короткое время. Там 0,5 положено по ПДК, а там у нас показывает вот 15, 10 раз. То есть здесь сразу. Да. Вот именно диоксид серы, это вот ключевая история, да? Да. Вот что мы меряем, да? То, что мы все людей чувствуем. вызывает, то, что мы чувствуем. Вот здесь, да, тут прям очевидно, что оно идет. Тем более штиль сейчас установился, поэтому все это. Сейчас приехала сегодня междисциплинарная бригада Минздрава. Там и пульмолог, и токсиколог, аллерголог, все, да. Вот, да. Профессоров. Вот сюда вы Да, привезли, да? сюда на 3 дня, то есть сегодня, завтра, послезавтра 3 дня они работают. У нас динамика обращения не изменилась? Пока нет, пока вот статистика та же, но специалисты 3 дня будут работать и уже дадут заключение, что это. Ну, то есть есть жалобы по этим обращениям, нет. То есть они посмотрят и офтальмологи, и лорики, и пульмонологи, и инфекционист, и гигиенист. То есть
со всех сторон подошли. Все-таки какие есть еще варианты? Что вот, Мы ежедневно собираемся в штаб, обсуждаем и анализируем прошедшие сутки. И, значит, практически постоянно есть какие-то предложения. Но вот на сегодняшний день, реально, о которых я вам сказал, мы их будем реализовывать до субботы. Ну и, конечно, будем думать о дальнейших каких-то мерах, которые бы позволили нам уменьшить газообразование. Можно посмотреть процесс изготовления заиловочной смеси. Мы, значит, это организовали. То есть там серьезное производство. ну, то есть это тоже нужно вам делать. Мне это не особо интересно, мне хочется понять, как вы собираетесь. Вот давайте с людьми пообщаемся, наверное, а потом проведем заседание где-то. Здрасте. Ну что, тяжеловато? Здравствуйте. Нормально. Здравствуйте. Рассказывайте, вот я специально приехал, конечно, начиная еще с декабря мы понимали, что что-то не так, масштабы мне, наверное, вот так по эскалации шла, мы видели, что людей это волнует, и вот вчера у нас заседание было комиссия по чрезвычайным ситуациям, и меня эта ситуация очень сильно встревожила, я скрывать не буду, потому что, действительно, раз люди жалуются, наверное, проблемы есть. Давайте, я хотел послушать, мы сейчас соберемся, проведем заседание штаба и вместе подумаем, потому что, я сразу, может быть, поспешно скажу, но я уже вчера руководство Сибайского филиала УГОКа сказал, что меры их недостаточны, мы это сегодня будем обсуждать. Вот. Мы привезли сегодня бригаду врачей, вот я вижу, вы все кашляете, стоите уже, да? Мы с 8 часов утра на замерах сегодня. Значит, мы давайте вместе с вами сейчас договоримся, мне нужно будет какой-то, первое, я сказал, значит, что меры, предпринимаемые Сибайским филиалом, недостаточно. Мы сегодня будем это обсуждать. Это первое. Второе, мне кажется, вот такой беде надо, это на самом деле неприятная очень история, относиться более серьезно. Второе, мне кажется, Александр Петрович, не очень качественно вы отработали с вашими жителями, да, потому что людям надо объяснять, и людям надо давать правдивую информацию. Поэтому второе, что мы сегодня наладим, мы с вами обсудим. Значит, мы сделаем обязательно открытую систему мониторинга того, что у вас здесь происходит, чтобы люди четко понимали, какие пределы. Это второе. Третье, значит, я прошу, чтобы администрация переходила в штабной режим. Мы это сейчас тоже обсудим. Хорошо. И чтобы я примерно обозначу вам, как это будет, мы сейчас проведем совещание. Четвертое, значит, мы привезли сегодня группу врачей, в том числе у нас есть токсикологи или есть. На 8 марта к бабушке нужно. Значит, сейчас мы это все сделаем. Значит, токсикологов и пульмонологов, они будут здесь работать и останутся здесь вот вместе с вами для понимания того, что происходит. И пятое, значит, я хотел вас тоже послушать, что мне особенно важно, в том числе и от вас услышать. Значит, что я попрошу? Ситуация непростая на самом деле. Значит, подчеркиваю, сегодня будем плотно вот этим всем целый день разбираться. Но здесь вот очень важно, чтобы вы пользовались все-таки правдивой информацией, друг друга не подогревали, друг друга не возбуждали, в личную сторону не надо. Вот мы все с вами здесь, надо будет жить здесь, будем вместе с вами, да, но здесь спокойно надо разобраться. Давайте, вот я хотел послушать, что волнует вот так, а потом мы пойдем уже дальше работать. Можно задать вопрос? Давайте. Мы представитель группы Сибай-Даши. Вот сегодня мы были на замерах. Вот сегодня, когда мы там явно видим превышение в 28 раз на одной улице, в другой раз в 33 раза. Но когда мы не присутствуем, наши протоколы, которые замеряет УГОКовская машина в лаборатории, она ни разу не показала превышение. Хотя этот смог гуляет по городу. Мы все задыхаемся, все пишут, где он, что какие симптомы. И ни разу, может быть, пару раз всего, там, в 1,3 раза, в 1,6 раз. Но когда сегодня мы присутствуем на замерах, мы видим 33. И когда это сделала другая лаборатория. Вот послушайте, я тоже это слышал, значит, поэтому мы вот здесь, наверное, группа общественных или еще кто-то есть. Вот Фарид Ильич, вы здесь, да? У вас же своя лаборатория, да? Отправили, пожалуйста, на стоит. Значит, посмотрите, мы сейчас организуем такую схему. Сколько раз в день нужно делать, чтобы мы понимали динамику? 5 раз в день, 4, 3 или сколько раз в день? Я думаю, что как минимум каждые 2 часа, чтобы динамика была. Значит, вы будете четко понимать, и все замеры будете в присутствии общественников делать. Сразу, соответственно, вы Сибайское телевидение, да?
Сибайское телевидение пусть пускает, какое, соответственно, идет превышение. У вас есть и другие средства массовой, у вас есть другие средства массовой информации. Значит, все, Фарид Ильич, вы здесь остаетесь сегодня-завтра и отрабатываете, пока не наладите лично работу, вы отсюда не уезжаете. То есть первое, что это и самое легкое. Мы постараемся дать вам правдивую информацию. Но при этом я сразу хочу сказать, нам очень надо внимательно с вами вместе поговорить, поэтому специальных токсикологов сюда пригласили. Надо очень четко понимать, что, понимаете, среди нас же сумасшедших нет. Если бы мы понимали, что происходит вот такая катастрофа, которая безвозвратно и вообще бьет по вашему здоровью, вот по здоровью детей, мы бы, конечно, и чрезвычайную ситуацию объявили, и предпринимали меры, в том числе по эвакуации. Здесь таких ситуаций мы пока не видим. Я такой не вижу, по крайней мере, как руководитель. И сегодня этим будем заниматься. Вот отвечая на ваш вопрос, систему мониторинга открытую, прозрачную мы для вас сделаем. В течение какого времени? Она уже сегодня, она будет функционировать до тех пор, пока мы не закроем эту историю. Конечно, эту историю мы не закроем. Значит, ну, я уже главе комбината приятно ему неприятно это сказал. Значит, как я об этом думаю. Я небольшой, я не технический специалист, но я считаю, что в таких ситуациях нужно все бросать, только этим заниматься. Это первое. Второе, значит, вот руководитель комбината пообещал, что к 1 февраля основной очаг будет погашен. У меня уверенности такой нет. Я знаю, поэтому не первый чай. Поэтому мы сейчас вот с вами поговорим, и мы пойдем на заседание штаба. Вы создайте нам возможности, мы сейчас предметно... Вы возьмите своих специалистов, если вам нужно, чтобы мы предметно разбирались. Поэтому пока рабочая версия это 1 февраля, значит, по мере необходимости, значит, я через 2 недели к вам снова сюда приеду, надо будет раньше приеду. Ну, вот давайте так, ответил на вопрос. Дальше. Еще можно вопрос? Да. У нас вот сегодня, да, превышения такие, но детские сады, они выгуливают детей ежедневно, по 2 раза в день. Показаний у них нет? Да, показаний нет. Нету, допустим, как бы свыше, чтобы им дали указания того, чтобы не выгуливать детей, да, не выходить на прогулку. В тот день, когда ситуация сразу возникла, то есть было мое поручение, Радик Фаридович, зам по Давайте мы это проще сейчас сделаем. Диана Раисовна, у вас специалисты уже есть, да? Значит, сегодня я еще раз говорю. Сейчас, еще раз, давайте так. Для этого я приехал сюда разбираться. Значит, соберем штаб сейчас, всех ваших замов по социалке, руководителя социального блока и газет, и будем слушать, что нам скажут врачи. Хорошо. Врачи скажут сидеть, значит, в кабинетах закрыв форточки, ничего страшного, посидят, лишь бы не болели, потом друг друга не заражали там ОРВИ. Мы сегодня, когда проговорим, будете каждое утро, если надо, выходить, и каждый вечер, каждое утро выходить и людям говорить. Ситуация такая, работа такие-то, значит, столько-то мер произведено вместе с руководителем Сибайского филиала, и какие ПДК. Вот это ваша задача людям, чтобы они понимали. Через социальные сети мы будем. Ну, там решите, мы сегодня обсудим. Давайте еще какие. Вот что у вас... Смотрите, оповещение у нас позднее. То есть вчера смог накрыл город с утра, оповещения пошли только с обеда. Общественность начинает, да. То есть мы начинаем, сами чувствуем и начинаем писать. Там смог. Вот когда смог наступает, я просто, приехал, как говорится, еще не был ни в самом Сибае. Вот скажите, в случае, если вы узнаете, что смог накрывает, вы там начинаете форточки закрывать или что? Вот для этого, то есть для по возможности не выходим из дома даже. Значит, в садике звоним воспитателям, в школу звоним. Помечай, пожалуйста, те вопросы, которые мы сейчас будем обсуждать. Из администрации оповещение позднее. Вот вчера в 11 часов, 10 часов люди начали жаловаться, поступило только предупреждение в 3 часа дня. А одно вообще в 12 ночи вышло. Это в соцсетях. Они пишут, что вешивайте там мокрые занавески, полотенца. Но мы сейчас пойдем, в том числе, давайте, я не знаю, где мы, штаб вы подумайте, где мы сейчас проведем, кто-то пусть будет. Сегодня вот, получается, было превышение реально, мы там были с 8 часов. Я зашла посмотреть на сайт, получается, все равно все звонят с замеров, говорят, цифры такие-то, все видят, получается. И никто, на сайт администрации захожу, а там написано, что девушка какая-то благодарственное письмо получила в Сибае у нас. Больше ничего. И все. И я девчонкам оповещайте, звоните, закройте окна там, не выходите. Давайте так, я оценил работу главы в этой части как неудовлетворительную. Вот я приехал сам сюда, значит, будем исправлять. Он не справился с этим, сейчас вместе исправим. Значит, по оповещению вы пометили, да? Сейчас продумаем вместе, как оперативно оповещать. Я специально бригаду с Минздрава тоже с собой привез. Сядем, будем думать о медицине. Значит, первый показатель, вот я спросил
что у нас происходит с медициной, нет ли случаев такого заболевания детей, вот меня вот это больше волнует. Такого массового такого нету, который в пределах, скажем так, все-таки зима сейчас идет, и у них и ОРВИ и так далее. И нам сейчас сложно разобраться, это ОРВИ у него или, соответственно, из-за этих всех явлений. Но у нас за последние годы впервые вспышка пневмонии такая пошла, как в этом году. Но вы же знаете, что сера влияет на легкие. Вот откуда вы берете эту информацию? Вспышка Переполнена больница. Мы обращаемся с детьми, а там просто нету места. Очередь просто, чтобы попасть к врачу. Ругаются, чуть ли не дерутся. Вот до такой степени вот этим я разберусь сегодня. Диана Александровна, что у нас? Да, на фоне республики в Сибае рост есть на ноябрь-декабрь, но в республике то же самое. То есть отдельно, что здесь вот сильный скачок, а в республике его нет. Вот говорят, у нас что коечного фонда не хватает. Давайте подсоединимся, давайте посмотрим. Нету вот анализы вздавать, чтобы наличие было. Да, то есть мы не можем сдать. Вы вот, я так понимаю, как вы говорите, общественная организация, Сибай-Дыши, вы тоже Сибай-Дыши. Ну вы тогда присоедините их к нам, ладно, вот, чтобы они рядом с нами были и на штабе, соответственно, отработали. Сейчас скажите, вот... Значит, по больнице, значит, работу мы проведем таким образом. Мы сейчас проведем штаб общий, потом вы выйдете туда, подготовьте врачей, подготовьте все, мы приедем в больницу, соответственно, или где-то вот, ну, решим где, так, и там проведем с вами заседание по медицине. Что вам нужно помочь? Может быть, усилить врачами? Я не знаю, если коечный фонд не хватает, да не проблема, давайте будем тогда детей уж тогда возить куда-то, что у нас нет возможности. Ну, тут и Баймак рядом. Вот я о чем я говорю, поэтому давайте, давайте перепроверим, во-первых, все, что вы говорите. И обследование надо, мы бы хотели, допустим, в Магнитогорске ездят, но не все могут поехать и сдать анализы. Нет, там невозможно. Сегодня мы узнаем. Что это за обследование? Экологический анализ. Экологический анализ, да. Но сейчас токсиколог приедет, подумаем, как организовать. Да. Надо, чтобы токсиколог тоже принял участие. Скажите, еще вот своей группой собираем деньги на датчики, на аппаратуру, чтобы самим это все знать, оповещать. Смотрите, вы поймите, пожалуйста, одну вещь. А вам не надо этого делать. Это неправильно, что нет, это ваше право собирать датчики. Первое, что насчет датчиков. Есть датчики и датчики. Вы сейчас купите датчики, которые маленькие, которые берут фрагмент воздуха небольшой, да, и он может вам показать там 1000 ПДК превышения, а может быть 0 показать. Они неадекватны для этой ситуации. Это, по сути, должны быть промышленные датчики. И задача, еще раз отвечая на ваш вопрос, вам не надо покупать, вернее, вы не обязаны это покупать. Это задача государства. Поэтому вот еще раз вот фиксируем, Фарид Ильич, здесь большой недостаток в информировании по датчику, что человек прекрасно и ясно понимал, что вот здесь вот такая история, вот у него вот такой ПДК. А мы людям должны еще один раз, это ваша задача, объяснять, в чем суть вот этого превышения. Понимаете? Я понимаю, если превышение там в 2-3 раза, допустим, мышьяка, это смерть, да, человека. А что значит вот превышение там 5, 10 и так далее? Надо объяснять, какие меры защиты и что для этого делать надо. Это я пока ничего конкретного вам не скажу, потому что я сейчас, после вот общения с вами, мы пойдем плотненько сядем, будем заниматься. Но пока мне глава ГОКа, Сибайского филиала, говорит, что это 1 февраля. Словам этим я пока не доверяю сам. Вот сейчас вот буду разбираться и буду понимать, как произойдет. Это первое. Второе. Силы средств в республике столько, что мы можем за день эту яму закопать, условно говоря. Но вы поймите, другая ситуация. Ну, я образно вам говорю. Залить эту яму возможно, ее возможно затопить. И можно ее с утра до вечера лить. Тогда над Сибаем станет вот такой пароводяной смог, что тогда точно об эвакуации думать надо. В чем дело-то? Вы тоже слушайте, пожалуйста, это. Что если штиль, вот сегодня почему вот мне докладывают, я вот в этой части я его понимаю. Сейчас заливать начнем водой это. И, соответственно, все это станет над вами. Поэтому и ловим моменты. Я вам говорил, я вчера уже вот с министром промышленности разговаривал. Значит, если надо, звоните Фазрахманову, например. Такие у нас, значит, компрессоры есть. По крайней мере, у Минсельхоза они были. Хоть небольшие компрессоры, начинаете отгонять воздух туда. Если есть куда-то окошко, куда что, извините, на населенный пункт не попал. Вы думаете так более открыто. Поэтому здесь в этом дело. Силы средств столько, еще раз говорю, что вопрос не в этом. Тем не менее, мы сейчас договорились, что он увеличит средства в 2 раза, то есть объем. И самое главное, значит, подача трубопровода, да, к месту очага. Об этом, конечно, раньше надо было думать, дома его приедут. Смотрите, еще вот мне сказали, что за это никто не будет нести ответственность. Кто за это будет отвечать? Люди же подают иски.
Смотрите, ответственность – это такая вещь. Значит, если, я надеюсь, что это не произойдет, если произойдет действительно вред здоровью или какие-то последствия, это все в гражданском иске. Ну, во-первых, вот что произошло? Ну, вред здоровью. Где вы, как вы? Кашель, люди болеют. Значит, это надо фиксировать и подавать в установленном порядке. Соответственно, вот стоит предприятие, вот есть предприятие, вот оно здесь стоит, оно здесь расположено, вы подаете иски и так далее. Это ваше право. То есть, только через суд нет? Конечно, а как это? К сожалению, извините, пожалуйста, я вмешаюсь, когда я разговаривала с председателем Союза онкологов Веселовым, в УФУ звонил ему, он сказал, что в судебной практике такого не существует, когда как бы человек доказал ни единого случая, что заболевание ими произошло из отравления. На сегодняшний день мы не получили ни одного компетентного медицинского мнения по поводу того, как действует сера на организм. То есть у людей догадок множество. А некоторые считают, что мы разрушаем дыхательную систему, и она становится уязвима для бактерий и вирусов. Некоторые считают, что мы обожгли себя, да, а выводится это из организма, не выводится. То есть ни один врач с предыдущим главврачом я пыталась связаться, только узнает, что по поводу экологической ситуации, просто не разговаривать. Потому что вот действительно, вот сегодня только приехали токсикологи. Сколько у нас бригады приехали? 9 человек. Поэтому сегодня встречи токсикологов мы тоже врачей сделаем вам и задаете все вопросы. Я, конечно, перед тем, как сюда выезжать, и все эти дни консультировался, значит, вот эти все вещи я бы аккуратненько ожег и так далее. Задайте вопрос врачам, они у вас сегодня будут такие вопросы. Мы связывались и с Светланой Беклашевой тоже, который приезжал вот сегодня здесь врачи, которые есть. Комментировать, что сказал Веселов, я не буду. Знаете, комментировать отдельно какого-то человека, который вот так вот сказал, я не беру. Тем не менее, я тоже вообще-то юрист немножко. Значит, если вред здоровью есть, установленное в рецепте и так далее, в этой истории есть. Давайте посмотрим еще. Сейчас, если Сибайский, значит, филиал ГОКа все-таки наконец-то поймет, о чем я вам вчера говорил, что это все не шутки на самом деле, да, и предприятие станет, и все станет, и здесь потом с позором кто-то уйдет. Поэтому давайте внимательно к этому курсам. Пожалуйста, еще что. Можно ли установить какую-то связь с общественностью? Сказать, что мы сейчас вот как бы не доверяем местным представителям, прямо не скажу. Ну, как бы практика показывает, что у нас очень много вопросов к ним осталось. Вот как-то, чтобы это через ваших непосредственно, все-таки общественность это дает много. Мы делаем связь с общественностью какой? С вами, в смысле? Ну, вот, например, у нас уже 2000 человек, как бы, и есть... Связь с общественностью будет установлена. Значит, мы сегодня продумаем, еще раз говорю, вот, Рустам Александрович, вы будете, ваш рабочий день начинаться будет с того, что там в 9 утра вы делаете брифинг, вот такая ситуация, отвечаете на вопросы общественных, под протокол, соответственно, какие вопросы есть, исполняете. И вечер завершается тоже в 7 часов, потому что не все могут утром кто-то прийти. В 7 часов снова брифинг с общественностью. Он будет постоянным. Рустам Александрович, если вы сейчас не совладаете с этой историей, тогда мне придется своего первого замруководителя администрации главы сюда присылать, и чтобы он командовал. Тогда вы зачем? Поэтому вы как-то давайте, включайтесь, пожалуйста, в эту историю. Мы где-то немножко, наверное, прозевали, что с людьми хуже общались, как нужно было бы. Все-таки то, что вы так встревожены, понимаете, мне когда принесли, я понимал, что, знаете, интернет такая сфера, где много и лжи пишут, в том числе и так далее. Но уже сейчас, на данный момент, мы понимаем, что плоховато ситуация. Убирать. Плохая история. Давайте вместе вот самое, что сделаем. Еще раз говорю, если надо, здесь все правительство республики будет жить и ночевать, и все техника, как вы говорите. Вопрос другой, надо по-умному сделать. Ладно? За сегодня мы сделаем. Значит, по итогам нашей сегодняшней работы вы все доложите. Хорошо. А сейчас самая главная задача, скорее остановить и, соответственно, вот наладить работу, я считаю, медицины. Добрый день, уважаемые главные врачи. Мы продолжаем нашу работу в режиме здравчаса. Повестка у нас имеется. Я бы хотел сразу первым вопросом немножко вне повестки. Вы все знаете, что у нас в Сибае довольно нестандартная ситуация, я бы сказал. Из-за горения рудника Сибайского жители ощущают такое некомфортное воздействие и некомфортно себя чувствуют, поскольку выделяется газ.
Значит, мы организовали систему мониторинга, она показывает определенное превышение пределов допустимой концентрации. И очень важно сейчас, то, чем мы занимались эти дни, чтобы жители Сибая почувствовали особое внимание со стороны медицины. Поэтому мы туда направили, я так понимаю, бригаду, да, Максим Васильевич? Добрый день, уважаемый Радий Фаридович. Да, действительно, туда выехала наша медицинская бригада во главе с заместителем министра Яникеевой Динарой Раисовной. Она сейчас у нас там, да? Да, мы можем Давайте, Динара Раисовна, выведите, пожалуйста, Сибай. Динара Раисовна, доброе утро. Значит, доложите, пожалуйста, какая обстановка в плане деятельности медицины, что меня волнует. Первое. Есть ли у нас какая-то там аномалия в плане увеличения количества обращающихся за медицинской помощью, особенно по заболеваниям верхних дыхательных путей? Второе, какими силами вы там сейчас располагаете и какие перспективы и чем вы занимаетесь, чем занимается наша бригада? Доложите, пожалуйста. Десант приехал сначала 10 человек 15 числа, еще 4 специалиста. Принято за 2 дня свыше 300 человек, 353 человека, если быть более точной, за 2 дня. Этот прием идет, он как консультативный. Конечно, ажиотаж очень большой, потому что такой уровень специалистов приехали, волнение у себя есть, обращения много. Работаем до конца этой недели, четко сделали расписание по приему. На следующей неделе приезжает еще команда, новая команда. До 1 февраля график есть, график составляется, то есть по мере поступления, по мере потребности корректируется, работа поставлена. По стационару роста обращений, госпитализации нет. Вчера наблюдался небольшой рост обращений по неотложной медицинской помощи, но по характеру обращений мы оценим это как спокойная обстановка, то есть именно обращений и жалоб со стороны органов дыхания такого роста по обращениям и по заболеваемости. Лекарственные препараты, вы там в полном объеме владеете всем? Да, лекарственные препараты как в центральной городской больнице, так и в розничной сети, все в достаточном количестве. Запас антибиотиков на 320 человек на сегодня, противовирусных на 500 человек, масок 8 тысяч в запасе, поэтому все, что необходимо, все есть. В рознице тоже все в достаточном количестве, цены не завышенные, это мониторируется. Также для хронических больных по льготе как федеральной, так и республиканской пациенты обеспечены, кому необходимо, и запас тоже Башфармация мониторит, мы мониторим с Башфармацией совместно, все это есть. А вот скажите, пожалуйста, мы с вами еще разговаривали, что если каким-то жителям потребуются некие комфортные условия для того, чтобы они пережили это время и там где-то, может, укрепили здоровье, в частности, 2 профилактория, мы готовы принять Талкас и Рустам Ханкаревич. Профилакторий УКОКа, он сейчас в рабочем состоянии, что там происходит? Добрый день, Радий Фаридович. Он в рабочем состоянии, не было ни потока, но вчера мы только проговорили с директором профилактории о том, чтобы по необходимости, чтобы они приняли подтверждение, я от него получил, что он готов, если что, принять людей. Талкас у нас тоже готов принять, да? Да, Радий Фаридович, Талкас готов, там заполняемость на сегодня 35%, 23 человека, 100 свободных мест есть. Вчера по вашему поручению в 3 часа мы провели встречу специалистов, которые выехали сюда, медики, с общественностью, с депутатами, с представителями средств массовой информации, жителями города Сибай. Встреча продолжительностью была больше 2,5 часов. Были даны все разъяснения, в том числе и по санаторно-курортному лечению. На сейчас, мы, конечно, все его мониторим, но на сейчас таких прямых показаний по потребности в самом уровне. Вы посмотрите, можете инициативно предлагать, астматикам, дети астматики есть, пожилые астматики, их надо инициативно предлагать, если санаторий полупустой стоит. Пусть воспользуются этой ситуацией, соответственно, бесплатно мы их отправим туда.
Бесплатно мы их туда отправим. Понятно? Значит, это части первая. Второе. Вы мне откровенно скажите, пожалуйста, в очереди есть, помните, я давал поручение, чтобы особенно вот таким специалистам, аллерголог, пульмонолог, лор, наши люди могли попасть очень быстро, никаких очередей. Если нужно, давайте отправим вам еще врачей. Вот вы говорите 4, давайте еще 10 врачей отправим. Вы скажите, что сделать? На сегодня, вчера были сложности, день такого официального приема. Еще раз вчера и на встрече с общественностью мы объяснили, что мы будем здесь ровно столько, сколько будет необходимо. Диана Раисовна, есть какая-то у вас, какая-то вам поддержка там нужна? Вчера был вопрос по педиатрам. 5 педиатров высылают в ГМУ. И они будут не до 1 февраля, они будут дольше. То есть для полугода, если надо было менять, пока вот мы не закроем все эти вопросы. И, Раис по поводу очереди, сейчас по телефон отдельный и запись до 1 февраля, то есть она открыта, об этом информирована, во всех соцсетях размещено, поэтому уже с вчерашнего дня, я думаю, больше не будет. Хорошо. Традиционно мы давайте посмотрим, что у нас происходит, какие настроения у наших жителей, какие актуальные вопросы они поднимают. Елена Анатольевна, пожалуйста, доложите. Относительно ситуации в Сибае, конечно же. Если взять в цифрах, 103 обращения зафиксировала система инцидент за 3 дня. И это, конечно же, спровоцировало шкалу, если брать аналитику по обращениям, по состоянию за декабрь в частности, это обусловлено этой ситуацией, которая сложилась. Динара Раисовна уже ответила на вопросы, которые были здесь у жителей, не будем тратить на них время, это связано было и с очередями, это связано было с 5 педиатрами, которых не хватает, потому что спрашивают жители, а что будет потом? Вы пока приехали, 5 педиатров у нас не хватает. На вопрос ответили, есть понимание с Валентином Николаевичем. Хорошо, значит, Максим Васильевич, вам поручение. Значит, я бы просил, чтобы все это время, пока мы рабочие себе срок устанавливаем, 1 февраля, обязательно на уровне замминистра здравоохранения человек постоянно там находился. Если, значит, Динара Раисовна сюда возвращается для выполнения других задач, значит, туда выезжает другой толковый заместитель министра. Ладно? Значит, количество людей держите на контроле. Динара Раисовна, вам поручение. Я прошу, если до меня будет долетать, что там до сих пор очереди, я буду считать, что вы не справляетесь с задачей. Поэтому очередей там быть не должно. Еще раз говорю, если нужны врачи, открывайте дополнительные кабинеты, и Максим Васильевич отправляйте наших туда врачей. Мы должны людям создать условия, потому что все-таки действительно они в довольно сложных условиях сейчас, поэтому они должны получать быструю квалифицированную помощь.